Дорогие друзья, давайте сегодня займемся поделками из подручных материалов. Допустим, у вас нашло на вас вдохновение, но иголки с ниткой нету, спиц тоже нету, но вы вполне можете использовать вязальные нитки, или как мы называем ее, пряжу. Можете использовать обыкновенную книжку, но нам нужен еще термопистолет. Клей. Можно использовать обыкновенную книжку и пряжу. И из этого всего мы попробуем сегодня сделать птичек. А потом эти птички нам помогут в сказке. Давайте начнем. Сейчас я вам покажу начало процесса, а в дальнейшем его покажут нам наши воспитанники. Вот на носик штучки. Сюда мы прикрепим такие бусинки и носик с помощью термоклея. А сейчас давайте прочтем стихотворение Бориса Заходера в новом формате. Называется стихотворение «Птичья школа». На старой липе во дворе большое оживление. Повесил кто-то на заре такое объявление. Открыта школа для птенцов. Занятия с 5 часов. Здесь можно даже летом учиться всем предметам. И ровно в 5 часов утра слетелась птичья детвора. Воробушки, голчата, чижи, стрижи, щеглята, сороки, воронята, синицы и скворцы. Щебечут и смеются, толкаются, дерутся. Что поделать, одним словом, детвора. Но вот влетел учитель в класс, и суматоха улеглась. Сидит смирнее голубей на ветке молодежь. Учитель старый воробей, его не проведешь. Он справедлив, но очень строг. Итак, друзья, начнем урок. У нас по расписанию теперь чистописание. Воробушки и галочки сидят, выводят палочки. Отлично. В заключение сегодня будет пение. Все, даже желторотые, поют с большой охотою. Вот самый лучший ученик отдельно на картинке. Он спел 3 раза чик-чирик, почти что без запинки. А вот на ветке проставлены отметки. У всех 5. Молодцы. Летите по домам, птенцы.